Публикация новых материалов по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США в конце января, вновь всколыхнула мировые СМИ. В списках фигурируют политики, аристократы и представители глобальной элиты. Но за громкими именами теряется менее заметная, куда более показательная деталь. На протяжении нескольких лет американский финансист и организатор секс-трафика содержал семью инженера из Улан-Удэ. Внутренняя переписка ассистентов Эпштейна показывает, как отлаженно работала эта система. В документах регулярно всплывает имя Балдана Болотова, жителя Бурятии, для которого за счет личной карты Эпштейна покупались авиабилеты по маршрутам Москва, Улан-Удэ и обратно. В одном из писем 2015 года помощница финансиста прямо указывает источник оплаты – карта GE Visa. Российская авиакомпания сочла транзакцию подозрительной и потребовала документы владельца карты. В Нью-Йорке обсуждали, безопасно ли отправлять в Россию скан паспорта Эпштейна. Связующим звеном была девушка под псевдонимом Белла Кляйн. Именно она оформляла перелеты родителей, которые оплачивал Эпштейн. Анализ документов показывает, что под этим именем скрывалась Рената Болотова, уроженка Улан-Удэ, впоследствии модель, выпускница Нью-Йоркского вуза и автор статей на площадках, связанных с международными организациями. В одном из писем 2019 года Эпштейн просит ассистентку организовать билеты, отель и все расходы для визита родителей Ренаты. В архивах также обнаружен черновик эссе, отправленный с его почты. В тексте автор описывает путь из маленького города Улан-Удэ через Петербург в США, жалуется на расизм, давление традиционной семьи и невозможность открыто говорить о личной жизни. Этот текст использовался как элемент биографии, аккуратно выстроенной и удобной для западных гуманитарных кругов. Псевдонимы были частью системы. Смена имени позволяла разорвать связи с прошлым и усложняла проверку биографии.